Еще раз говорю, это наш исторический флаг, бело-красно-белый флаг. Еще раз говорю, я с уважением отношусь и к бело-красно-белому флагу, и к гербу погони. 5 minutes later. Я, Гайдукевич Олег Сергеевич, попал под деструктивное влияние экстремистских телеграм-каналов и выложил в сеть настоящий флаг Республики Беларусь. Ой, то есть экстремистский флаг. И вообще всеми своими действиями дискредитировал президента. Как именно? Ну, значит, выложил в интернет фото своего члена, намекая, что президент тоже вялый и недееспособный. Еще как дискредитировал президента? Я сдал тест на IQ на 3 балла, чтобы лишний раз напомнить, что Саша 3%. То есть специально завалил тест, чтобы подставить президента? Наоборот, специально постарался сдать лучше, чем обычно, чтобы получилось 3. Кандидатом на выборы зачем пошел? Ну а как это? Цирк и без клоуна. Ну, тоже верно. Ладно, что ты еще хочешь сказать? Да! Хочу передать этот челлендж стоять у этой двери Григорию Юрьевичу Озаренку, Андрею Муковозчику и Ольге Бондаревой. Скоро вам тоже тут стоять и извиняться перед белорусским народом. Готовьтесь! Молодец. Пошел следующий. Привітання, дорогі сябри, привітання, дорогі глядачі. Хайтак ТВ, Михай Зуй, Дмитрий Сяневич. У нас сегодня поствыборчая тематика, поствыборчая программа. Отповедные кашули опранулись, Михасем. Символичные. Корышливые. Вот. Как говорится. Вперед, помолясь. Помолясь, поглядим, что отбывалось на выборчых пляцовочках. Мужчины, который сходил на выборы, проголосовал, купил беляшов, смаженок, взял 150 коньяку. И что он про это про все думает? Давайте посмотрим. Сходил на выбор, я просто в шоке. От цен, почему их нет в магазине. Короче, вот 4 пиццы школьные, 2 беляша, 2 блина с мясом, 150 коньяка, меринда, 9 рублей. Алло, почему нету таких цен в магазинах? Моя родная школа 109-я. Ну, сейчас буду праздновать победу нашего президента, но что сделать? За тебя, батя. Ну, по-перше, мне подобаецца вось гэты форм-фактор захавання піцы. Вось праглядзіцеся ўсе гэтыя до мінус, як чалавек 4 школьнай піцы у пакет просто. У пакет. Это ж классно. Да, вы там стараетесь вымалёвываете, там раздруковываете свои рекламки, это все в пакет скидываете. Просто у пакет пиццу. Малонезом ще туди залив, да. Перекрутил под ешь. Ну, до речі, чоловік все ж таки незадоволений. А мне понравилось это. Я не понял. А где такие цены в магазине? Ну, за батьку. Ну, обычно барашки за кебаб голосуют. Понятно. Ну, это ж истина. То есть человек, смотри, сначала обозначил проблему, и потом выпил за проблему. И решил ее. Я не понял, а где такие цены в магазинах? Ребята, 9 рублей, 150 грамм коньяку, 4 беляша, что там, смаженки, пиццы детские взял. А чему? Детям на, ешьте. Еще пакет на голову и побег. Вот такой я простецкий парень. Бам-бам-бам-бам. Ты погляди, як выглядаюць гэтыя участкі для голосования. Что там есть? Там все. Там скатерть самобранка, еще за копейки. Гвозди, синяя изолента. Скоро будет все там. Хутка все продается, як рынок. Выборы это амаль як рынок. Раз у 5 год есть нормальные цены в Беларуси. Раз у 5 год. Надо вводить это, чтобы развивалось. Не только ежу, не только ежу, конечно. Эти жареные, подсмаженные. Джинсы где-то на картонке. Да, на картонке. Идите померитесь, мужчина. Я вас одену. Шурупы, как ты кажешь, да. Шурупы. Просто свинью, чтобы разделывали мясо где-то. Висели это. Где-то в углу тайский массажер стоит, уже приглашает. Давай, моя жена. Топчется, да. И пошло-поехало. Стоматологический кабинет. Вот. У нас везде все зачищено, нигде никто ничего не продает, ничего нельзя, только милиция везде ходит. Ну, хотя бы день на выборы. Где будет как в этом, на марокканском и рынке. Фестивале, да. Не выйдешь. Витебские ковры трясут тебе, купи. Да. А Дед медали продает. Дед медали продает, да.
Який Що? дід? Я не знаю, який дід, ну. Вы знаете, мы не можем найти ваш товар ни на Филателист. Алиэкспрессе, нигде, ничего нет. Вам нужно дождаться 2030 года на белорусских выборах. Будь еще. Будь еще. Это таки развал будет. Опять же, филателистам дорога зеленая откроет. Прачечная. Марочникам этим всем, да. А вы это, наркотики можно будет? Не, наркотики нельзя. Можно. Давайте наркотики, все. Если придет народ, если это повысит явку, торгуйте. Один раз в день. Лучше у нас, чем потом за гаражами. Действительно. Лучше, да. Развал. Где-то работорговля уже пошла. Да. Где-то людьми уже торгуют. Что? Развал. Белорусские Як выборы. лебяжий раньше, як лебяжий, да. Органами где-то своими. Что мне вырезать для вас? Да, ручки эти, противотуманки от Пассата третьего, где-то лежат уже там, знаешь. Боковое зеркало левое, есть у вас, у меня только правое. Блин, не левое. Блин, сходил, зеркало купил, марки, медали, проголосовать забыл. Вот, глядите. Поважанный человек, святый батюшка, что сказал? Участие в выборах, потому что даже и Мария, Дева, Матерь Иисуса Христа вместе со своим мужем Иосифом участвовали в государственной жизни той страны, где они жили. Да, они участвовали в переписи населения, мы об этом знаем, потому что даже во время этой переписи родился наш Господь Иисус Христос. Бачишь, еще референдумы были еще у Библии. Ну, меня просто вот как-то потрясло, как священнослужитель так резко так перешел от как бы темы непосредственно своего влияния в тему политики. Так раз сразу и про перепись населения. Может, нечто еще не договорил, потому что, ну, он же мог сказать, что Иосиф, Мария, они, конечно, участвовали на референдуме, ходили там, ну, як вони виглядали референдуми у ті часи. Але потім вони так само стали беглими, вони ж збегли. Так, а, ну... Вони ж екстремісти, вони ж супротивлади були. І вони ще й до гэтага збегли. І вони ж так само Наші. вони ж укривалися так само. Укривалися, ховалися. От єгиптян. А их шукали Да, это, а в египтяне- балаклавах таких белых, ну легких, жарко, шерстяные жарко, Да, а натирают. египтяне уже этих израильтян беглых уже называли беглыми в тот момент. Уже тогда. Сказали, вернитесь, мы все простим. Комиссия по Бегом. возвращению. Потом Пилат вас простит, да. не будет вас пилить. Да. Тоже пробки так само на мяжи были, верблюды, ты сам знаешь. Толкаются. Ну когда там уже, вы что вы везете? Верблюд верблюду там. Что вы вот это, везете, да, тыркается, там? да. Быстрее. А, ну, короче, То все було, все з Біблії. І це ковчег так само, це ж був, так само, вже ще тоді, це був символ Білорусі, ковчег. Где Рассел Кроу снимался в фильме про ковчег? Про ковчег, да. Там так само кожні твари по пари, а у нас у Білорусі зараз сімейні коштовності. Все сходиться, понимаешь? Біблія каже про білоруську государственность. Ну, А скажи, какая самая там белорусская главная заповедь? там ще Могла бы записи, звучать, там ще 11-я. заповідь може бути. Просто замість усіх надо. Надо. Надо, ну надо. Одна скрижаль такая, жирным курсивом. Надо, ребята, надо. Футболисты на вот видео записали. Посмотри, поглядите, коль ласка. Поглядите, вот гэта хлопцы ще не разумеют, где они Может, здымаюцца. они тоже беглые. Бегла оттуль. Я думаю, куда мы прибежали. Куда мы пробежали? А говорят, еще у нас рабство нет. Тут все больше жорстко. Давайте играть в футбол! Давай скорее. Я начинаю нервничать! Сос. Хлопці, коли вас А, тримають, то навмисно дайте некий знак. Хто? Ладно, футбол. У Римі з'явилися плакати у підтримки Лукашенки. У Римі! В этом священном городе? Все дороги ведут в Рим и к Лукашенко. Где был как Первый гласит Рейх? поговорка. В смысле, ну это ж первая Да. была Римская империя, там же первая... І цікаво, що у Римі повісили плакат на тим же самом місці, як ранее висел плакат Муссолини. Шикарно. На том же месте. А- На тем же. Сейчас звучит хорошо, время повесили Лукашенко. Да. В Риме Да. повесили Лукашенко. У термин поміж Муссолини и Лукашенко там было написано: здесь может быть ваша реклама. Здесь может быть ваш президент. Да, так, дочакалися. Мне падабаецца, як вось у гэтым ролику з беларускага тэлебачання расказваюць, што гэта плакаты. Плакаты вісят.
Листики А4. Фотобои. Листики А4 на столбе. Плакаты. На столбе. На плакаты. Баннеры, растяжки. Мы повесили плакат. Найден президент, пропала собака. Да. Ну ладно, Италия. Ладно, из футболиста Италия. У нас есть потековей. Потековей. Экспонат. Вечно горящая зорочка у нас есть. Да. Азаронок ось запостив у себе у Телеграме. Не читайте его Телеграм, мы вам все расскажем. Ось такую фотошку и с таким текстом, поглядите. Відавочна, адкуль ноги растуць. Ён ужо раней сказаў, што ён любіць рэп. О, І гэты тэкст... а які рэп? Там же шмат рэпераў у мире. Ён любіць 50 Цента. 50 Цент. В чем я рос? Я, честно, я вот слушал 50 Цента, мы считали себя такими брутальными, значит, парнями, и мы ходили, гоняли этих эмо, потому что считали их не совсем мужчинами. Толькі у яго варыянце гэта не 50 Cent, 50 срэбранікаў. 50 срэбранік. Да, 50 срэбранікаў, да. І ён, гэты тэкст, дакладна, Азаронак, гэта рэп. Гэта рэп, зрабі з яго рэп. А калі ты не разумееш, як, мы табе пакажам, як зрабіць з гэтага трэка рэп. Меняй подачу, Григорий, на музычную, и молодь потянется. Давай, Мишаня, давай. За сие в день января 26-го пополудни голосил на Великом соборе слуга государев Гришка Лоботряс. Гришка Лоботряс. По молитвам в церкви Бог царя творит, все молились и просили, к милостиву милость царскую явит, грозным став врагов отчизны, от лица царева недруг побежит, позабудет к нам дорогу, царь суду земному не принадлежит, он ответит только Богу. Только Богу, только Богу. На царя любуясь, молится народ, страшен царь ворам, боярам, и в великих песнях батька предстает справедливым государем. Справедливым государем предстает. Стал пропадать с друзьями на свалке, кирзачей телага, Брежнев вздох, стал заходить в качалку, купил боксерские перчатки, спи*** в школе. Ипатов оценил ход избирательной кампании в Беларуси. Ипатов? Дима Ипатов, разумеешь? Миша, ты мне будешь про Ипатова сейчас рассказывать? Ты мне про Ипатова будешь рассказывать? А что он сказал, ты ведаешь? И он сказал, что все было добро на выборах. Ты не ведаешь добра Ипатова. Я не ведаю добра Ипатова. Ты не ведаешь его цитаты дословно. Скажи мне. Ипатов сказал, что явка была впечатляющая, Дима. Это Ипатов сказал. И я ему верю. Давай еще, давай. Хватит. Про Ипатова не может быть мало. В следующих программах не переключайтесь. Еще больше Ипатова. Пишите в комментариях, кто такие Ипатов, коли вы не верите. И не ведитесь на Google, там про сыры и морепродукты. Это в России какой-то Ипатов. Это не наш Ипатов. И если какие-то ИП, это не Ипатов. И IPTV это не Ипатов. Зала IPTV это не Ипатов тоже. Запомните. Ипатов один. И он сказал, что явка впечатляющая, точка. Кропка, по-вашему. Ипатов. Як буде у нас інаугурація проходити, як ти думаєш? З помпою. Ну, обично ж якби на книжку треба руку класти, правою чи лівою, правою, і клястися треба буде. Ну, по-перше, він уже може клястися на своїй книгі. Ну, уже вийшла недавно книга про Лукашенко, что-то там. А, синяя такая, великая. Что-то такая хорошая. Да, до речи, она большая такая за закон. Да, это больше за... Можно две положить. Ногами стать на книге. Ногами на Конституцию, руками на свои книжки. Клянусь 4 раза. И в зубах, да. Не клянись никогда сердцем матери, ты что? Сердцем батьки будем клянуться. Как в детстве, нельзя клясться, ты что? И, конечно, мы будем чекать некие выбитные заявы Лукашенко. Але мне падаецца, что он повинен ориентоваться на Трампа. Ну як, ну, это ж... Номер один президент в свете, это, конечно, Соединенные, да, так. Злученные Штаты. И Лукашенко треба, конечно, не ударить в грязь ничем. Да, и он мусить гучные заявы зрабіць. Например, как Трамп казал про Мексиканский залив, треба переименовать. У Беларуси треба так само нечто переименовать.
Можно Минское море переименовать у Хинское море. Финское так. Ну, наши китайские Сябровство, сябры. да. Хинское море. А Минск в Хинск. В скобочках Синьцзинпинское. Синьцзинпинское, оно же. Осторожно, дверь открывается, следующая станция Синьцзинпинское море. Можно и Минск переименовать Синьцзинпинский, если это наладит наши отношения между странами. Да, не, можно ж от внешнего к внутреннему и наоборот. Да. Пинск переименовать в Синьцзинпинск. Да. Понятно, что Пинск не паш, что за город. Ну тогда Хинское море и Синьцзинпинск, да. Да. Хинское море и Синьцзинпинск. Я уверен тем, что когда переименуют, то тогда дружба по-любому. Тогда, конечно. Вот. Я для тебя все сделал. Синьцзинпинск. Поехали в Синьцзинпинск. А ты не можешь мне каких-нибудь дронов дослать. Треба, коллег, это Илон Маск, ну, як би зіганув от емоцій. Як би? Зіганув. Треба, каб і нехта з білоруських чиновників, я думаю, що лепш за все там зробив Марзалюк. Марзалюк и заплакал бы, и убежал. Что была сложная эмоция, понимаешь, как незразумело. Нет, там Зигу уже Умка сделала во время выборов. До речі, так, Умка зіганув Умка під час зіганула, виборів. Умка Тільки зіганула. не той рукою. І Умка після вибору вже може після раз не здержуватися, уже везде. Везде. На столе вот тоже, как он любил. Уже ж... Я просто подумал, что когда 4 книги, 2 руки и 2 ноги, и что, и куда-то Умку пристроить тоже надо было. На инаугурации как-то что же. Да, треба так само, як Умка не клявши. Може зігануть заплакати. Умка може так само нешта... Зігануть. Ну, лепш... И не заплакать. Зробити клятву некую. Треба, каб некий скандал сексуальний. Ось, то, що Ну, ти як- розказував, да. зазирнуть у декольте. Кому можна зазирнуть у декольте? Качанову не зирнешь, у нее там все глухо. Если только не оттянуть. Придется. Вот так, одним глазком. Ну надо, нужен скандал, нужна помпа, нужен праздник народу. Да. Ну, у нас только что, Качанова ходит на эти все сборища. Шенко, он должен уже сиська скамливала идти. Он сам ну себе что же вы. заглянул в свое же декольте. Есть еще молоко на срок? Есть. Не надо это заменители. Я почему-то вспомнил, вспомнить все, там была женщина с 3 сиськами. Помнишь? С Арнольдом, помните? Да. Марсиане эти. Женщина с 3 сиськами была. Короче, Лукашенко не намалявал себе болі за Путіна. Конечно. А чому? Не мое право. Ёсць куды расці. А. Гэта задзел, гэта інтрыга. Інтрыга на 8 сезон, разумееш? До речі, ёсць куди расці. Президент Камеруна Поль Бія афіцыйна вылучыў сваю кандыдатуру для ўдзелу ў чарговых выбарах кіраўніка краіны. Ён пойдзе на 8 срок. О. Яму 92 гады, а кіруюць па канстытуцыі ў Камеруне па 7 гадоў, Михаил. Па 7 гадоў. Па 7. Гайдукевич свой таксама камерунскі ёсць. І яго, до речі, не смяюцца з камерунскага, потому что его поважаюць, самі ведаеце. Самый поважанный человек. Там он зарисовал один раз. Еще І того показывает. чернил не хватило. Да. Слухай, ну змены ідуть, новые сроки, вообще новые президенты. Где ты их бачил? Я только что про Камерун тебе Ладно, продавал, хорошо. какие новые. Ну, в Америке хиба что. И то, тот, который был 45-м, стал 47-м стал. А ты ведаешь, что белорусам зараз можно будет голосовать у России? Да, пожалуйста. И наоборот. Наоборот, было еще ранее. Беларусі могуць навошта не зусім зразумела. Навошта нам удзельнічаць у выбарах губернатара? Мне вот всегда этот нравился экзистенциальный вопрос. Зачем? Зачем? Да. Ну, калі гэта будзе развівацца, і Беларусь будзе галасаваць, і ў Расіі беларусы могуць галасаваць. Я за Михалкова. Чтобы в кино сниматься можно. Зараз беларусам можна будзе галасаваць у Расіі. Гэта што значыць? Гэта патэнцыйна. Это значит, мы расширяем свои территории. Да. Не, гэта значыць, што патэнцыйна на наступных выбарах могуць прагаласаваць за Лукашенко 140 мільёнаў. Ну, По меншай меры, 120, да. калі не распладзяцца. А потом і Кітай далучыцца, і там уже на мільярды пойдзе. Полторашечка. Полтора... Всего лишь 86-82 я где-то проголосовал за меня. Да. 2 миллиарда. 2 мільярди чоловік. А эти беглые хай сидят. А беглых уже нема куди будзе бегчы. Куди нам будзе бегчы, Діма? Еще копаем мои... Увесь сусвет будзе галасаваць. Ще сусветная яўка будзе. 6-8 мільярдаў прагаласавала дасрочна, датэрмінова.
Ты представляешь, какие сюжеты про беляши будут показывать? Там, по всім свеце гэтыя беляшы будуць прадаваць і нашы цукеркі. Дык, слухай, Так можа про гэта і мараць у Беларусі? можа тады на паўночным полюсе могуць быць нашы выбарчыя пляцоўкі для галасавання. Легко. Гэта ж значыць, увесь свет зможа галасаваць. І можа нават Антарктида далучыцца да выбараў. Неким чином, да, махчима. Дорогие пингвины, моржи, белые медведи и другие жители Антарктиды, рад сообщить вам, что участок для выборов Лукашенко Республики Беларусь объявляется открытым. Так что подбегаем, подпрыгиваем, подлетаем. Короче, что как умеет, так и ползет. Подходим голосовать за нашего северного батьку. Давайте, давайте, ну давайте. Ну что вы смелее? Он же левой щичкой скормил айтишников. Так что и на вас правой хватит. Ну подходим, подползаем. Короче, при АГ Лукашенко вас не будет беспокоить глобальное потепление, потому что у вас будет глобальное отчмурение от того, что тут все будет происходить. Ну подходите! Или вы не желаете мирного снега над головой? Давайте! Вы только представьте, как хорошеет Антарктида при АГ Лукашенко. Уже в следующем году у вас пройдут первые областные снежинки, перед которыми мы тут все заложим тротуарной плиткой. Будет также красиво, ну, скучно, но красиво. А на самих снежинках наиболее отличившихся в уборке снега пингвинов отправят на Всеантарктическое народное собрание. Вас, кстати, и переодевать не надо. Белая рубашка, черный пиджак. Класс! Ну куда вы уходите? Куда вы уходите, пингвины? Ну ты смотри, даже в Антарктиде беглые нашлись. Ну и хрен с вами. Нам моржи явку сделают. Моржи, подползаем! Наградзілі ў Беларусі вучоных. А за што? Давайте поглядим, якія гранты атрымалі за што вучоныя. Николай Звёздкин получил грант на разработку военно-прикладной игры «Прорыв». Старший научный сотрудник Института радиобиологии получил тоже грант. Он в прошлом году ставил эксперименты на крысах. В частности, изучал негативное воздействие роутеров, Wi-Fi на мышей. Потом Максим Курилович изобрел технологию автоматического распознавания некачественного картофеля. Вот это по-нашему. Вот это про что? картошку. А помните этот анекдот про Да. Лукашенко, что По телефону. плохая, хорошая, плохая, что он по телефону допомагає перебирать картошку. Так что зараз не треба? Это уже роботы навучились. Это был фанатик этого анекдота, гэты навуковец. И он такие, як мне особить это все? Я так люблю этот анекдот. Як мне... А я ж навуковец, а вот проложу-ка я свой мозг, и пошел, и пошло, и пошло. Проложил свой мозг и пошел. Ярота Андрей, хотя неважно, хто он. Яшчэ один навуковый супрацоўнік Академии наук внес весомый вклад в создание многих сортов озимого ячменя. Сорта фунтик, делегат, депутат, спикер, солдат, подвиг, биткоин. Биткоин. Блогер, брокер, ридер и ретвіт. В конце он уже не разумел просто некие слова. Сігма-бой яшчэ зрабіў. Вось якія крэатыўныя у нас люди. Ну и недавно снова сказали, что беглые хочут захопить Вильнюс и Белосточчину, до речі. Всегда хотели. И створить марионеточное, значит, правительство и назвать новую Украину Беларусь-2. Тем больше, что у Вильнюса есть аэропорт Минск-3. Минск-3, Беларусь-2, Беларусь-3, Беларусь-3. Беларусь 5, 20, культура. 24. Там вельми мало народу Беларусь будет, вельми РТР, мало. Беларусь РТР. Беларусь. Мы Телеканал створим, Союз. поверьте, мы створим свои краины. Як хочем, так назовем. Беларусь вертается, Беларусь наносит ответный удар. Будет. Что? Беларусь философский камень, да. А если будет написано Беларусь, то это в Болливуде снималось. Беларусь. Слушайте, я ехал в Беларусь, не помню, это не фирменная. Это какая-то... Беларусь. Короче, а покуль мы не створили Беларусь-2, глядите Хайтак ТВ. Ну так, мы створаем ту свою краину, свою Беларусь. Як хочем, так и называем. Все, в эфире была программа Хайтак. До встречи.